Здравствуйте, ребята. Ильяс, ты будешь что-то говорить? Да, небольшой Хорошо. технический вопрос. Всем видно, что на экране? Не надо свет выключать? Надо прибрать свет, да? Приятно, что вы здесь собрались сегодня. Я напомню, что лекция называлась «От татарской деревни до Нетфликса». Естественно, вы понимаете, что это просто замануха. Весь этот топик я могу в одном приложении рассказать. В принципе, сейчас я это и сделаю. Я сделал песню в татарских деревнях. Мы сняли небольшой сериал. Потом через год я снял клип, его смонтировал. Еще через 3 месяца его какой-то блог нашел музыкальный. Это был именно Indie Shuffle, кому интересны детали, и кто отправляет свою музыку по блогам. И еще через пару месяцев мне написали из Netflix и сказали: давайте мы вашу композицию, которую вы со Зват Абыем записали то ли в Балтасях, то ли еще где-то, возьмем в наш прекрасный сериал про шутки про расизм для сцены принятия грибов подростками на коттедже. Я сказал: да, конечно, давайте, что подписать. Вот, в принципе, сейчас, с этого момента, начинается неформальная часть лекции. И перед вами настоящее ее название. Это лучшая презентация музыки, по крайней мере, в моем представлении точно. Расскажу вам все, что я знаю. Можете меня прерывать, поднимая руки и с какими-нибудь яркими глазами и не менее блестящими вопросами, переводить все на себя. Задавайте вопросы, что вас интересует. Обязательно мы к этому или вернемся, или сразу ответим. Но вообще, как все будет происходить? Сначала немножечко истории. Почему я вот оказался здесь и почему я занимаюсь музыкой. Потом, как я это делаю. И то, что я за последнее время понял, наверное, вот за то время, которое я занимаюсь музыкой. Какие-то технические вопросы, может быть, секретики. Потом, что волнует на самом деле больше музыкантов, психологический аспект, как что-либо доделать, как не сойти с ума, когда ты сводишь 2 года свой альбом, что делать с 10 синтезаторами, которые ты накупил, но не знаешь, что дальше. Вот, психология. Как с этим, это, кстати, психология, действительно. Как с этим бороться, как вообще жить с этими штуками, куда идти. Потом немножечко о попутных задачах поговорим, что должен в наше время, по-моему, делать любой музыкант. То, что нужно, например, делать всякие пиары и прочее, 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 рассылки. Это тоже должно на ваши хрупкие или уже обугленные плечи, обугленные от опыта лечь.
Ну и немножечко лайфхаков. И, конечно же, у меня еще запланирован крик души. Все, давайте начнем с небольшой истории. У меня даже готов для этого слайд. Презентация, правда, лучшая. Да. Я расскажу о том, когда я начал соприкасаться с музыкой. Постараюсь сделать это вкратце, потому что воспоминания — это мое все. Готов долго говорить о том, как я слушал пластинку Black Sabbath в 5 лет, или со значком Металлики ходил в школу во 2 классе. Это, да, естественно. Или как под Кая Метова просыпался на своей первой квартире в соцгороде. Да, все это было, и это какой-то отпечаток на мне, естественно, оставило и сформировало восприятие поп-музыки и вообще музыки, которая тебя доводит до мурашек. Как я там отрывался под инструменталы 10-минутной Металлики в 1 классе. Это просто непередаваемо. Да, мечтаю, чтобы кто-нибудь байопик снял и сыграл меня маленького. И вот это прыгая по кровати. Все возможно, все возможно. Это, кстати, одна из главных мыслей. Сегодня будет такой мотивационный немножечко спич, что все возможно. Да. Можете даже скидывать деньги вот сюда, кто в это верит. Мы их используем с умом потом. Поверьте. Верьте в себя. Деньги вот здесь вот. Это был хлопок или кто-то просто... Ладно, надеялся на хлопок. В общем, что-то надо делать с комарами здесь. Яркое воспоминание, флешбеки. В 6 лет я на даче у своего друга своего брата записываю альбом на кассету. Каким-то образом это происходит. Я расставляю паузы, у меня один синтезатор, подключенный прямо к магнитоле, и... Опа, птички. Нет, смотрим на мальчиков. Так, забегнули в будущее, так нельзя. Забыли, что там было, не думаем об этом. Возвращаемся на дачу. Записываю альбом. Следующее, каким-то образом, да, синтезатор, альбом. Не могу найти до сих пор эту кассету. Очень, конечно, переживаю. Хотелось бы посмотреть, что там. Следующая вспышка. Я недавно только вспомнил, что вроде бы я никогда в детстве не думал, что я буду заниматься музыкой, но в школе я, оказывается, выступал с гитарным номером. Я придумал где-то 8 аккордов из 2 нот. Ну, можно называть аккордами, по-моему. Все-таки это музыкальное образование, нормально, аккорды. И вот с этим я выступал. Я помню, что я вот эту вот композицию растянул минут на, наверное, 12, и 4 из которых я пытался найти медиатор. Где-то это был 3 класс. Зал для ритмики. Почему такой предмет вообще был официально в школе, непонятно. Но, тем не менее, я там выступал. Это странно, я об этом вспомнил только 1 раз недавно. Хотя на гитаре я начал играть где-то лет 5 назад. Так, не то что всерьез, а вот какие-то аккорды, что-то как-то осознанно пошло. Еще с братом. Мой брат, слава богу, занимался музыкой. Я за это очень благодарен ему. У него была рок-группа, и я помню, что постоянно как-то подыгрывал на бутылках, изображал барабанщика, когда-то писал даже тексты, вооружился однажды иностранным словарем иностранных слов, и самые красивые сложные слова собрал воедино, он это прочитал и говорит: «Боже мой, ну все!» И они из этого сделали свой главный хит. И я был настолько счастлив, там были такие выражения, как «Три фортуны», «Посмотри на себя», «В белом цвете надежды». Самое лучшее, что я написал, было написано в 5 лет. Вот. И каким-то образом потом я поступил в авиационный институт на гуманитарный факультет, получил 2 образование практически до конца английского переводчика, и все, с музыкой ничего не связывало. Появился битбокс в моей жизни. Мне захотелось удивлять девчонок, захотелось выпендриваться и делать что-то очень хорошо. Что мне нравилось? Я начал заниматься битбоксом. Тогда я узнал про Korg Kauspad, это такой сэмплер. Увидел Бёрдимена, это такой битбоксер, который использовал всякие сэмплеры, воодушевился, купил луп-педали, начал импровизировать, добавил синтезатор. И где-то через пару лет вот такого, когда я это еще снимал и выкладывал на YouTube, я понял, что, это возможно даже... Нет, мне говорили, что это, музыка, это классно, а когда ты будешь делать песни, а почему ты их не выкладываешь, а я это не воспринимал еще как музыку. И
такое окончательное, наконец, становление на музыкальный путь произошло в 2013 году, когда я попал на программу OneBeat. Кто-нибудь слыхал про OneBeat? Поднимите, пожалуйста, руки. Ага, хорошо. А кто в этом году подавал заявки? Понятно, как вы слыхали об этом. Шикарно. В общем, давайте так, сразу первый лайфхак этой прекрасной лекции в том, что вам нужно пойти домой и подать заявку на OneBeat 2019. Осталось еще, по-моему, дней 9. Это тоже Tatkult Lab, тот же самый принцип, только в Штатах, только он месяц, только там собирают вас вместе с 20 музыкантами со всего мира, и вы по крутейшим студиям ходите, записываетесь, репетируете, потом 2 недели выступаете, гастролируя по штатам в самых классных и странных местах. Мы выступали в всяких музеях, в обсерваториях, в крутых каких-то клубах, добрались до Нью-Йорка, и все. И вот с этим совсем я поехал туда как битбоксер, уехал оттуда с гитарами, синтезаторами, я потратил все свои деньги, которые были на аппаратуру, накупил себе какие-то кнопки, думаю, все, боже мой, вот что я хочу делать. Потому что вот малейшее окунение, есть такое слово, я надеюсь, в эту атмосферу настолько тебя завораживает и гипнотизирует, что я до сих пор не могу выйти вот из этого магического опыта созидания музыки. И это, конечно, не было сравнимо с тем, что я делал один дома. Это совершенно другой опыт. Вот. И, возможно, это самое крутое, что произошло в моей музыкальной жизни по сей день. Так что смотрите, еще раз, OneBeat до 21 декабря, по-моему, можно заполнить заявку. Так, на усик намотайте. Эта штука может изменить жизнь. И я очень рад, что у нас здесь проводится Tatkult, потому что, в принципе, это то же самое, только в нашей локации. Никуда выезжать не надо, и вот попробуем сделать что-то подобное. Кто будет на следующей неделе делать музыку с 5 кураторами? Класс, хорошо, счастливчики. Так много было крутых заявок и так мало мест. Вы понимаете, да? Ну ничего, это еще обговорим, потом будем плакаться. Ну а вам, конечно, повезло, мазафакеры, класс, увидимся. Так, что у нас дальше? После OneBeat получилось так, что я начал писать музыку, каким-то образом выпустил несколько альбомов, собрал и распустил группу несколько раз, и даже вот после выхода татарского альбома своего Monument, я поехал в тур по России в первый, там на месяц, что ли, или на 1,5, как-то меня затянуло. Оказалось, что это все достаточно возможно организовать одному, потому что у меня нет никаких менеджеров, там, пресс-секретарей, ничего. Просто сам себе концерты нахожу, или чаще всего они меня находят, когда ты просто бросаешь клич, чем я и занимался. Вот. И вообще, конечно, говорит о тебе больше всего твоя работа, твоя музыка. То есть я выпустил этот альбом, и кому-то он понравился, люди захотели его увидеть, и все, пошло-поехало. Так, самое главное достижение, если мы вот на сегодняшний день посмотрим, вот из последнего, это тут Netflix, который, конечно, уже, знаете, как мозоль на моей губе. Netflix, да, песню взяли на Netflix, да, татарскую. Вот, но это действительно немного сюрреалистично, потому что Азват-Абей, что-то непонятное, какое-то звено, и сериал на Netflix. Интересная история, мне нравится. Реально, ты этого просто не можешь предугадать, но это происходит. Это происходит, если ты как-то там правильно для Вселенной расставил хэштеги, ты готов это все притянуть. Я не эзотерик, но все равно настроен оптимистично. Хоть многое и не получается, но понимаю, что упорным это все равно воздастся. И вот недавно наш клип, который моя девушка Лия сняла на iPhone, взяли на MTV. Он еще выиграл в 12 злобных зрителях как самый крутой клип. Это тоже был Surreal Shit, рубрика такая моя любимая, потому что 12 злобных зрителей... Кто-нибудь смотрел эту передачу? Скажите мне честно. Ну вот. В детстве или сейчас? Понятно. Вот, я услышал 2 ответа, и теперь у меня в голове... Я не знаю, что делать. Такое бывает. Это я просто устал. Давайте попью водички, и мы забудем об этом инциденте. Теперь я слово «инцидент» неправильно сказал. Что делать? Так, ну вот, а 12 злобных зрителей. В детстве я всегда смотрел, восхищался, ха-ха-ха, круто, отстой, какие все взрослые, молодежные. О, Лимп Бизкит, о, Децл. Классно.
и взять, попасть в эту передачу сейчас, она, конечно, другого сейчас восприятия и прочее, и уровня. Ну, просто времена изменились, но все равно круто. И это вот Лия, она скачала Final Cut, за месяц разобралась, сняла все на телефон. В общем, ребята, действительно, как бы это банально не звучало, все в наших руках, да. Так что в глубине души всегда помните, что лучше попробовать. И, возможно, именно следующие работы и выстрелят. Вот об этом, этим я себя утешаю последние несколько лет, и периодически что-то в ответ приходит. Вот, и я думаю, так у всех. Кроме Киркорова, потому что он достиг уже небес, вы понимаете. Но к этому тоже нужно стремиться. Так, продолжение. Переходим к тому, что сейчас происходит. Как у меня разбивается день, я расскажу вам вкратце. У меня есть 3 музыкальных проекта главных. Это Митя, вот для которого я делаю психоделический поп, рок, смешиваю там с фанком. В общем, все, что я слушаю, как-то абсорбируется, перемешивается, и вот в проекте Митя главным образом выражается. Да. ЧГ. Второй проект «Черный государь». Происходит он из шуточного вечера с моим другом Артуром, у которого есть группа Джерк. Мы просто каким-то образом встретились у меня дома и поняли, что нам очень скучно. И мы решили спасти русский рок. Мы решили спасти Россию в целом. И записали песню «Черный ворон», собрав все клише. «Черный ворон под луной», «Иду туда, где свет и зной» и прочее подобное. Потом встаешь спина к спине в черном кожаном плаще к своему товарищу и говоришь «О!» и тянешь аккорд. Все. Мы об этом забыли, естественно, как нормальные люди, потому что подурачились и все. Потом выпустили как-то клип на следующую песню, которую тоже записали за день. Она называется «Киану Ривз». Она поется про татуировку, про то, что нас всех волнует. Киану Ривз, татуировка. Естественно, как это могло не взорвать общественность. После этого нас начали приглашать, потому что еще несколько песен доделалось. Да, не буду рассказывать, как это произошло. В общем, на той неделе мы выступали в экстра-лаунже на 25-м этаже. На нашей сцене, мы в роскошных леопардовых костюмах, группа «Черный государь». На нашей сцене лежит голая стриптизерша, с которой едят суши. Люди со всей России, всякие главы компаний. Вот, и мы поем «На орла, на руку, на лоб, глаза, Киану Ривзу осталась нога!» И все аплодируют, не понимая, что происходит. Потом все начинают танцевать и вместе подпевают «О, любовь и вино!» О, боже мой, рубрика «Surreal shit». Это так и происходит. Я не особо понимаю и вдаваюсь в подробности, как это происходит. Самое главное, чем я руковожусь, когда я все это делаю, это то, что мне весело, приятно. То есть я не могу этого не делать. Это как какая-то важнейшая терапия в моей жизни. Ну и, не знаю, может, мое предназначение. Короче, я знаю, что я могу создавать вещи, и это каждый может делать. Вот самое главное понять, что ты это хочешь делать, и делать это. Вот до тех пор, пока перед тобой не ляжет стриптизерша с роллами. Или какой-то другой у вас критерий будет оценки успеха. Вот. То же самое с клипами. Остаток времени я трачу на клипы, которые чаще всего монтирую и снимаю тоже я сам. Веселюсь созданиями всяких пабликов. Тоже такая отдушина. У меня слишком много музыкальных проектов. Там есть Игорь Клуб, Лариса Голубь, вот скоро тоже рванет. Есть Acid Minerali, это кислотный проект, который тоже был сначала задуман как насмешка над техно, над тем, что это просто одна и та же бочка и один и тот же бас. На протяжении 20 лет, и все в восторге. Я просто не сразу понял, как это происходит, пока меня не затянуло. И одну из моих песен, которую под ником Acid Minerali не выложил, не заинтриговал лейбл Кицуне, который работал со всякими дафт-панками 20 лет назад и прочее. Короче, Surreal shit сплошь и рядом. Давайте, чтобы полезная информация, а не только хвалебные исторические рассказы про себя были, я расскажу, как блоги вообще могут замечать это все. Есть такой замечательный сайт submit.hub. Вот. Он будет потом, я специально даже слайдик сделал, да, но кто не хочет ничего упустить, уже может записать. Первые ряды, молодцы. Вот. На этом
слайдики в конце будут написаны, всякие сайты, которые буду советовать. Submit Hub. Вы загружаете какую-то песню или видео, и перед вами на этом сайте будет перечень блогов по разным жанрам. Рок, электроника, инди, там, фолк, все что угодно. Находите то, что с вами созвучно, с вашим стилем, и отправляете по блогам. Все. Могут ответить, могут не ответить. Есть бесплатные заявки. Я как работник этого сайта сейчас вам все объясню. Есть бесплатные заявки. Можете по 2 блога в течение 4 часов радовать своим стафом, да, отсылать бесплатно. Через 4 часа у вас опять 2 кредита даются, как какая-то игра волшебная. Вам даются 2 кредита, и вы опять отсылаете свои прекрасные песни куда-нибудь в Австралию и на Ямайку. Вот. Но не факт, что вам ответят, а если ответят, то не факт, что скажут «да», а если скажут «нет», то не факт, что скажут «почему», потому что не скажут. Да, над этим предложением надо было поработать. Вот. Но есть функция платных кредитов, когда ты там покупаешь за $10, получается 10 кредитов, грубо говоря. И если тебе отвечают «нет», они обязаны тебя послушать, эти блоги, а у них там, представляете, там 1000 заявок в день приходит, они тебя обязательно слушают, и если что-то не понравилось, они пишут, почему не понравилось. Но мы так плавно затронули вопрос критики, потому что когда мою песню не берут, мне не важно, почему она не понравилась. Да? То есть мне приходит там сотни отказов, когда я какую-то работу делал пару месяцев, все. Я думаю, ну сейчас я пошлю, все, мир будет захвачен. И такой, отказано, блок шустрой песни отказал, так, хорошая музычка отказала, и все, отказ. Иногда они пишут, почему, когда вот я пару раз проплачивал, чтобы посмотреть, что они думают, и они пишут абсолютно разные вещи, и они мне абсолютно неинтересны. Например, у тебя хорошая песня, но ужасный вокал. Как так можно печь? Печь. Исправь. Займись. Почини печь. На эту же песню другой блог пишет: потрясающая песня, самый лучший вокал, это что-то самое свежее. Но музыка, парень, не просто не мой вкус, прости. Вот, кто-то берет и пишет там хвалебный пост, кто-то просто не отвечает. Короче, это интересная штука. Именно через него нашел меня Кицун, Netflix и прочие какие-то интересные публикации тоже благодаря Submit Hub делались. Вот. Естественно, круче всего, я полагаю, жить в Нью-Йорке и пить с редакторами блогов кофеек просто за столиком и говорить: о, кстати, у меня там песенка выходит, мы в гараже с женой записали. Они такие: о, ну, присылай. И они там про тебя напишут, да, Pitchfork, все хорошо. Но не всем так везет, и вот в наших силах попытаться, по крайней мере. Ну и, я думаю, другие есть тоже способы, не знаю, свой блог завести, например. Так, идем дальше. Как вы вообще, нормально? Вы тут давно сидите? Угу, хорошо. Как будто вы ответили и послали мне в мозг. Пробиваюсь. Да, что это за пункт «пробиваюсь»? Чем я занимаюсь? Ну, как вы поняли, да, пытаюсь пробиться. То есть пишу какие-то предложения, какие-то, не знаю, по эндорсменту, например. Почему бы не попытаться, одна из задумок вам, выбить себе эндорсерство у синтезаторной компании, у гитарной компании, у ребят, которые делают мониторы. Это все реально. Вы показываете блогу в письме, ну или какой-то компании, чем вы можете им помочь. То есть вы понимаете, что если вы хотите эндорсить, например, гитары, вы должны вот показать, что вы круто играете, приложить свой ролик. И вот я не таким образом. Я сейчас начал дружить с Артурией. Это чуваки, которые делают шикарные синты, и они мне периодически присылают бесплатные синты или драм-машины новые потестить. И я думаю: батюшки, очень хорошо, с удовольствием присылайте. И я подумал, а почему бы там не отправить свое предложение в Native Instruments, чтобы они какие-то штуки присылали. И это все возможно. Они отвечают, люди идут на контакт. Самое главное — иметь какую-то идею и им это преподнести. Вот. Так что просто почва для размышлений. Ничего такого точного, но вдруг во что-то это выльется. Так, пока просто сосредоточьтесь на чем-нибудь из 2 предложенных фраз. «Офис» кто смотрел? Держитесь. Держимся вместе. Сколько раз пересматривали? Есть кто больше раза? Больные. Да, я тоже. Ладно.
Я же должен был про офис поговорить, правильно? Не только же про музыку. Музыка. Офис — это сериал. Ребята, посмотрите только с английским переводом, субтитрами, то есть. Что за принцип синего голубя? Так. Ну что, сейчас мы поговорим с вами о технике ремесла. Ремеслом в данном контексте я называю музыку. Как вообще это все происходит, как создается песня, и что выглядит как более интригующее название, займемся разрушением мифов. Да, потому что, или так сказать, отмазок, разрушим отмазки. Я часто общаюсь с музыкантами, признание. Иногда люди пишут мне ВКонтакте, присылают какие-то демки свои, начинающие, или мои друзья, ну, чаще всего начинающие. Друзья мне не пишут. Ну, у меня нет друзей. Вот. Добавьте меня ВКонтакте, пожалуйста. Ладно, там я ссылку тоже в конце. Вот. И говорят: Митя, ну послушай песенку, как тебе? Расскажи там, что да как. Во-первых, естественно, что нужно держать в голове, это то, что никто, кроме вас, лучше не знает, как сделать вашу песню. Возможно, я это говорю, потому что я просто от начала до конца делаю и сведение, и мастеринг, и запись своих треков. Если вам повезло найти человека, который полностью вас понимает там, в сведении или в мастеринге, то вам очень действительно повезло. Держитесь за него. Вот. Дальше продолжайте работать. Но я, конечно, советую, если вы вот, как многие, ищете куда, кто, что вообще, пройдите какие-то основные курсы. Есть некоторые школы, типа Антона Маскеляда, шикарная школа, которая учат основе Аблетона. Вот. Там и сведение, там эквализация, мастеринг, какие-то базовые гармонические объяснения, практика. Это все есть еще и в интернете. Вот и еще один лайфхак. Можно нагуглить абсолютно любой вопрос. Там, почему мой трек звучит ужасно? Можно реально найти на него вопрос. Ответ. Автозамена. Дело в том, что почему ваш бас звучит очень хлипко, почему там от гитар течет кровь из ушей, или почему мой вокал звучит, как будто это кто-то просто по хомяку мертвому стучит и пытается его оживить. На все это при правильной формулировке, возможно, это не самое идеальное, можно найти ответ в интернете. Или мне написать. Очень часто так и делается, происходит. Я очень много разного, назову его так, экспериментального музла прослушал и старался так рационально дать ответ, почему действительно вот так вот все звучит плохо там, или странно, или как будто из другой галактики. Да, я вспомнил пару песен, сейчас играет в голове. Так. Но на самом деле, да, чаще всего можно найти ответы в интернетах. Хочу про минимализм поговорить. Это такая известная отмазка. Многие говорят, что вот послушай там трек, или у меня что-то не идет, не могу записать, потому что, наверное, у меня или мало инструментов, или они какие-то дешевые, или еще что-то, или там, не знаю. Так, у меня даже подготовлено где-то что-то. Сейчас надо не перепутать вкладки. Да. Ой, нет, это не то. Не смотрите, это личное сейчас. Вот она. Это что ли? Да, перед вами знаменитый мем, рисунок, картина, как можно называйте, как хотите. В общем, это студия Fortet, чувак, который выпустил один из крутейших электронных альбомов в том году. И видите, бравадная подпись: "This is where I recorded and mixed the album and all the gear I used". В общем, чувак один из самых лучших электронщиков, крутых, душевных и самобытных. Fortet написал вот здесь, вот, на этих двух мониториках, с одной MIDI-клавой и звуковухой. По-моему, даже у него нет мышки. Или, может, он ее убрал, чтобы набить себе цену перед снимком. Он таким образом написал альбом. То есть вы понимаете, что все вот эти попытки скупить все оборудование, коих уйма, это действительно так. Оценили? Радиев, здорово. Там дольше доносится до конца. Коих уйма. Блин, завидую тебе. Но вы понимаете, что все отмазки, они просто растворяются, когда ты видишь вот это, и
действительно, можно в Ableton, можно там, не знаю, что вы используете, Logic, или даже, если у вас кассетный проигрыватель Tascam какой-нибудь четырехдорожечный, посмотрите на Эриэла Пинка, один из моих любимых музыкантов, который записывает все на кассетнике. Звучит, возможно, все очень лужно, все грязно, но в этом, во-первых, свой шарм может быть, в этом может быть именно ваш отличительный стиль и магическая картинка, лес такой. Вот. И дело в том, что просто выжимать максимум из того, что у вас есть, это очень круто. Например, записать полностью альбом на бас-гитаре, да, там, как перкуссии его использовать. В Ableton все есть, даже встроенные плагины, не надо ничего покупать, даже треки раскачивать. Да, мы же в России живем. Не обязательно, можно даже со встроенным вот этими возможностями делать очень круто. Вот. Это про минимализм. Это также относится и к аранжировке, не только к сетапу, потому что часто очень слышно, когда ты только начинаешь, я вспоминаю свои первые треки, там по 80 дорожек, там синтезатор, потом такое перетекает. Ну, мне было весело, я, правда, когда я это все писал, но переслушивать я этого не имел возможности, потому что не было столько времени, и мозг не может воспринимать более там, 5, возможно, элементов одновременно. Ну, там, на 30 синтов. Опа, ударные, 25 сэмплов бочки, и все звучат порознь, хорошо. Но да, минимализм в аранжировке – это очень важно. Все, не все, наверное, но большинство крутейших треков, которые до сих пор сквозь время прошли это испытание, и их хочется переслушивать, они минималистичные, они в этом сильны, они в этом классные. Может кто-нибудь пока почавкать, чтобы разрядить обстановку, или там покашлять? Про Crappy Stuff, да, вот про дешевое оборудование, хватит кашлять, ребята, серьезное мероприятие. Хотел договорить, еще, кроме Fortet, есть хороший пример Unknown Mortal Orchestra. Это одна из моих любимых групп, это проект Рубена Нильсона из Новой Зеландии. Шикарный такой психоделический рок, смешанный с фанком, там влияние Принца, Стиви Уандера, Джимми Хендрикса. Шикарное звучание, записанное все в одно лицо Рубеном Нильсоном в своем подвале, в свободное от воспитания своего малыша время. То есть, понимаете, да, что отмазки про время, коих я тоже наслушался уйму, они тоже все второстепенные и решаемые. Он записывал, по-моему, барабаны очень крутые, такие дисторшные, со всякими фленджерами, сочные барабаны на один микрофон, на какой-то на Shure 57-й, что ли. Шикарно. Одним микрофоном можно снять полноценный звук барабанной установки. Так что я об этом говорю в Казани на лекции в 3-м этаже. Это впечатляет. Так, каким образом я пишу? Скажите, пожалуйста, у кого есть музыкальное образование? Поднимите руку. Так, а почему ты долго думала, поднять или нет? Это не постыдно? Музыкальная школа считается? Ты думала, есть ли у меня музыкальное образование? Понятно. Я думаю, считается, наверное. Это же образование. О, молодец, уже вторую поняла. А у кого нет образования, но вы делаете музыку все равно? А у кого нет образования и вообще интереса, и кто ничего не понимает, и ошибся лекцией? Просто. Интересно было бы. Хорошо. Я тоже отношусь к тем, кто не имеет музыкального образования. Я все делаю по чутью. Это, с одной стороны, хорошо, с другой плохо. Скажу, что в этом хорошего. У тебя нет никаких границ. Вот. Я часто... нет. Пытаюсь себя отучить от этой формулировки. Я часто та-та-та-та, или я часто та-та-та-та. Я иногда общаюсь с крутыми музыкантами. Мы выделим этому время, ладно, потом. Вот. Иногда общаюсь с крутыми музыкантами, у которых есть музыкальное образование, и они, например, слушают какие-то аккорды, которые мы джемим, или спрашивают, что это, как это? Да, мы джемим вместе, это главное условие. И я что-то сыграл, они такие, что это, как это? И просто иногда что-то не укладывается в голове, потому что, или это неправильно, или это не должно быть правильным, но это звучит, и
бывает такое, что музыкальное образование ставит, в общем, определенные рамки, от которых потом люди стараются избавиться. Вот. С другой стороны, если у тебя нет музыкального образования, у тебя нет этих рамок, но у тебя и нет вообще возможности что-то сделать сразу на лету. То есть тот момент, пока у меня что-то родилось в голове, и до того момента, пока я это все выражу, подберу на гитаре или там на фортепиано, боже упаси, да, это занимает достаточно много времени, также какая-то техника, чтобы элементарно держать грув, это все занимает много времени, чтобы записать там. А как я сначала вокал записывал, это вообще, я понимаю, что, ну, я до автотюна не доходил, но вот такие вот слоги я вырезал из 10 попыток и такую мозаику составлял. То есть я думаю, что если у тебя есть какая-то база, конечно, с этим будет легче. В общем, я про что говорю? Про метод чуйки, то, что это шикарно. Не следовать каким-то правилам, а просто то, что ты чувствуешь. Все равно же мы слушаем очень много музыки и слушали, и что-то как-то это все куролесим, квасим и выдаем в итоге, сами не понимая, что откуда взяли. Все равно я думаю, что вся музыка, которая у нас создается, конечно, красиво говорить, что это просто послание сверху, да? Я не пишу музыку, говорят многие, я передатчик, понимаете? Я просто транслирую ее. Да, возможно, но, скорее всего, ты просто услышал там, сям-сям, в 7 лет Кайметов, вчера ты переслушал Аморфис, и у тебя там родился какой-то пассаж из звуков органа, и ты решил его добавить в свой технотрек. Вот так вот, возможно, это было. Неважно, самое главное, что это происходит. Так, о чем я еще говорил, боже мой? Да, кстати, эту же точку зрения поддерживает Донован, шикарный музыкант. Я об этом услышал в программе Бориса Гребенщикова «Аэростат». Кто слушал «Аэростат», поднимите. Я вас люблю. Правильно. Кто не слушал, я вас люблю и завидую, потому что у вас есть возможность «Аэростат» послушать. Это такой хачок лайфовный, очередной. Шикарная передача на протяжении более 10 лет, где Борис Гребенщиков рассказывает про все музыкальные эпохи, про свое отношение к жизни, ставит шикарную музыку, самое главное, из разных эпох, и делится такими фактами, например, как писали Битлз, как писал Донован, а Донован как раз говорил, что чтобы написать свое, нужно сначала играть что-то очень долго чужое, что вам нравится, и потом ваш мозг автоматически начнет заменять какие-то ноты, и бац, родилась какая-то песня, которую и вам приятно петь, и... Ну все, теперь буду смеяться, когда кто-то кашлять будет. И которая будет новой. Вот. У каждого своя техника написания. Вот я надеюсь, что вы найдете свою, когда она вам надоест, когда вы из нее повыжимаете сколько можете, найдете что-то следующее, другое. Так, прогуглить все я рассказал. Да, про метод чуйки еще хочу сказать, что вот у меня есть альбом, саундтрек мета, который я написал за одну ночь. Потом, естественно, его досводил 7 месяцев, потому что не понимал, как это делать, чтобы это звучало нормально. Но иногда вот ты просто окунаешься и записываешь первое, что тебе приходит в голову, и в этом красота, какая-то вот магия в этом есть. Ты просто берешь гитару, ты толком на ней не умеешь играть, что-то трогаешь, зажимаешь до тех пор, пока не зазвучит. И в один момент это происходит. Это еще что такое? Какие-то инопланетные штуки, вы видите? Я их не заказывал. Ладно, сейчас переключимся обратно. Да, помните про принцип. И... Что я там говорил-то? Ну и все. И это происходит. Какая-то мелодия рождается, и потом вы из нее выжимаете больше. Самое главное в такие моменты не зафакапить все. Потому что иногда, даже очень часто я слышу вот в интервью всяких музыкантов, я много времени на Ютубе провожу, слушаю своих любимых музыкантов, как они пишут, это все очень интересно. Я всегда восхищаюсь, выписываю что-то там на стену себе или какие-то заметки делаю. У меня есть папка добра, в которой я делаю принтскрины воодушевляющих цитат. Вот. Действительно, там Лени Кравец какой-нибудь говорит, ну, ты должен просто сделать крутое дерьмо. Я такой, о, это то, что мне нужно. Принтскрин, все, в папку добра. Через 5 лет, может, поможет. Вот. И самое главное, многие говорят о том, что нужно не зафакапить. Просто вот часто вопрос, например, как писать слова. Вот, например, ты написал музыку там, с грехом пополам. Ладно, хорошо, вроде нормально. Но о чем петь?
Обычно я и многие другие делают это так. Играет музыка, возможно, она уже практически завершена. Ты просто берешь микрофон и начинаешь джиберишить. Where do you sound cross your lights, okay, right on the lights. И все. Постепенно вырисовывается какая-то мелодия, чаще всего первая, которая звучит неосознанно, без подготовки. Чаще всего она лучшая. И какие-то слова сами по себе, они выливаются, и ты пытаешься переслушать то, что ты только что наплел, и понимаешь, что, ух ты, вот она картина, она вырисовывается, и какой-то сюжет, ты в него увлекательно ныряешь, и все. И продолжается вот это путешествие, вот это приключение. Потом каким-то образом там к вечеру песня, возможно, закончена. И ты просто записываешь то, что тебе приходит. Вот, какие-то персонажи, какие-то истории, выдуманные, невыдуманные, все это не важно. А я считаю, что песня должна родиться сама. То есть подход, когда ты сначала пишешь музыку, именно лирику, вкладываешь максимум смысла, который ты хочешь, но хочу просто вот избавить от этого мифа нагрузочного. Ваша музыка не обязана нести какой-то супер интеллектуальный вклад. Она просто не обязана. Ну вот можно скандировать, я не знаю, I can get no satisfaction. Там, конечно, есть своя подоплека, но вот у меня нет удовлетворения. У меня нет удовлетворения. И все. Иногда этого достаточно. И там есть, конечно, контекст у этой песни, но все равно можно просто кричать «Уху!» «Уху!» Все. И этот хук, который поднимает стадионы, который соединяет там 100-тысячные толпы, вы не обязаны делать какие-то научные доклады в своих песнях. Если они есть, почему бы нет? Если вы хотите про любовь спеть и виски на пляже, прошу, добавьте автотюна, и все, радиорекорд вас ждет. Так что очень много различных способов, в этом и прелесть музыки, и наше с вами, на самом деле, уникальное право и крутость. Мы можем делать все, что хотим. Самое главное, почувствовать, что мы это хотим, и именно делать это. Да. Что у нас дальше в моих записочках, которые мне не особо помогают? Миф про то, что все должно быть идеально сыграно. Давайте его нафиг просто сейчас сотрем. Я большой приверженец сырого материала. Есть потрясающий музыкант Карибу, который, ну и много, опять-таки, один из них я в пример привожу, который альбом, как он, Melody, не Melody Day, Андора, вот перед тем, как он выпустил Одессу, все свои такие более танцевальные вещи, у него был психоделический рок-альбом, и он там оставлял первые тейки, которые делал. Потому что вот в них это эмоция, в них это живость. Все эти ошибки, они прекрасны. Очень часто, хорошее начало, обожаю, очень часто, когда мне присылают демки, я слушаю электронную музыку чаще всего, ну вот кто-то там в Ableton начиркал, и не знаю, куда двигаться. И я думаю, и мелодия вроде есть, и все есть, но нет души. Как душа вкладывается? Грубый элементарный пример – это шейкер, который ты записал от руки. Даже недавно, как его, из группы Акуджав, Булат, как его зовут, напомните? Не знаете? Влад? А как фамилия? Мы об одном человеке говорим просто или нет? Шахинур? Радив, ты поближе подходи. Тут... Серьезно? Он знает об этом? Он же Королев. Возможно, да. Да. Мисс... Мы это проверим потом. Ладно. Неважно, говорим о шейкере. В общем, он недавно делал лекцию, и она так в шуточку, естественно, называлась «Как записать шейкер». Но эта мысль, она витает в этом пространстве музыкальных откровений. И я это тоже к этому пришел несколько лет назад. Просто записать шейкер, не взять сэмпл, а записать его под любой какой-нибудь там биток, который ты сделал. Все, у тебя моментально появляется с этими сбивками душа. Это все, во-первых, соединяет, такой маленький саунд-продюсерский хак. Это все служит неким клеем и оживляет. И
большое преимущество, когда вы в треке используете вокал. Естественно, если инструментал намеренный инструменталом является, это классно, но если вы хотите, например, делая музыку, на новый уровень вступить, попробуйте добавить вокал. Потому что элементарные даже или сэмплы вокальные, ну или, естественно, если это песня, лично у меня восприятие другое. Я не знаю, как у вас, но я сразу это все воспринимаю как некую, если это все красиво и слаженно, или наоборот, очень так дистёрбинг и неприятно, и ты понимаешь, ну, короче, эмоции. То забыл начало предложения. Вот бывает такое. Короче, вокал, да, самое главное. Это такая магическая палочка, которая оживляет, добавляет душу. И вот в этих демках, про которые я начал говорить, часто бывает, что ну вот элементарно не хватает какого-то сбитого элемента, какая-то неотквантизированная бас-партия, которую вы наиграли. Ну, или, я не знаю, человечизм здесь нужен, понимаете? Слишком много роботам доверять нельзя. Вот. Ну, и, естественно, в этом секрет вот этой живости в старинных записях, там, 70-х, 80-х, которые до сих пор просто качают. Они могут на 10 BPM к концу песни там прибавить или снизиться, если там барабанщик устал. Но все равно в целом это воспринимается как некий такой шедевр и очень человечный. Так, и кто знает Макса Мартина? Скажите, пожалуйста. Все, круто. А кто знает, где можно водичку достать? Скажите, пожалуйста. О, спасибо большое. Там пошел. В общем, я советую вам... смотрите, надо какое-то отвлечение для глаз. Не для моих, я потом посмотрю. В общем, Макс Мартин, кто не знает, есть у Джона Сибрука книга, которая называется «Фабрика хитов». Она продается в смене. По промокоду Митя у вас скидка. Шутка, у вас нет скидки, я придумал это. Хорошая идея была бы, да? Ладно. «Фабрика хитов», Джон Сибрук, он очень много в этой книжке посвящает именно Максу Мартину. Это шведский гений, ну, назову его так, просто прекрасный сукин сын. О, спасибо большое. Как неудобно получилось. У вас теперь эта фраза в голове, пока я пью. Он писал и... Ой, Абби хотел сказать. И... Иногда человек делает странные вещи. Ну, в общем, все песни Бритни Спирс, на которых, давайте так скажем, мы выросли. Backstreet Boys, там, я не знаю, для Бон Джови, Ace of Base, да, с чего это начиналось. С Деннисом Попом они там для доктора Айлба написали, по-моему. В общем, посмотрите, все Кэти Перри, все по сей день, все хиты, там, ну, не знаю, миллиард песен, которые первого места. Это точная статистика? Ну, плюс-минус, короче. 70%, правильно? Всех хитов. Звучит эффектно, правда? Написали несколько человек. Да. Вот у них там такая была тройка-четверка, потрясающая просто. Ну и сейчас есть. Да. Просто послушайте, посмотрите. Не так много интервью. Я именно про Макса Мартина хочу поговорить. Не так с ним много интервью. Обычно он просто не хотел раскрывать, как мне кажется, секреты своего знания. Оно у него определенно есть. Я порой не представляю, если задуматься, как он это все сделал. Молодец. Есть действительно некая формула, которую можно держать в голове или хотя бы познакомиться. Я вот к чему это все веду. Формула поп-хита, да, золотой песни, которая будет въедаться, которая будет у тебя не выходить из головы. Такой, я же просто хотел помыться или поспать. Зачем это? А вон хоп-хоп-хоп, and rock your body. Уйди отсюда, уйди. Вот. Как это уже все можно добиться, понимаете? И если вы даже не приверженец, если вы такие, нет, индустриальный прок, техно, фолк, метал, это мое, какие там поп-песни, мне это не надо. Я думаю, что все равно это можно как-то принять и в глубине души там, на задворках подсознания оставить, и когда-то это все равно вылезет в нужный момент, и все будут в выигрыше, потому что если вашу песню знает больше народу, это же классно. Вкратце, что вы можете это все погуглить, прочитать. Он будет рассказывать про симметрию строчек. Например, я смотрел интервью Backstreet Boys, там Джастин Тимберлейк, Пинк, все про него говорят. Там какая-то хвалебная речь и про свой опыт, как они там с Максом Мартином познакомились, как они работали. И один парень из Backstreet Boys говорит, ну,
я спел сначала вот эту вот строчку «Шубидуп-туп-туп, I love you». А потом я хотел добавить вот это «Шубиду-ду-ду-ду-ду, I love you». И Макс на меня посмотрел и сказал: «Не, парень, не надо, просто спой 2 раза, как вот я написал, и все». В общем, о чем это речь? О симметрии. Первая строчка и вторая, потом третья и четвертая, полная симметрия. То есть он такой просто робот и фрик. И если, например, в первой строке у тебя 5 слогов, а во второй 6 или 7, то это уже разная немножко структура, и он это все подравнивал. В общем, естественно, этого не обязательно всем придерживаться, но задуматься как-то, проанализировать это стоит, потому что интересно, почему мозгу, ну, в принципе, это легко понять, да, почему мозгу легче воспринимать что-то подобное, потому что ты уже понимаешь, что, наверное, сейчас будет так, как было в этот раз, ага, мозг получает то, что хотел, удовольствие от того, что мы предугадали, и потом бац, еще и какой-нибудь припев, где поешь на несколько там, тонов выше, и у тебя все в стерео, и там бэки красивые, и потом еще в конце у-у-у, у-у-у, и все. И ты куплен, и ты ждешь следующего припева, последнего, потом бридж. Ты такой: ух ты, я не ожидал. Ой, это же другие аккорды. Батюшки, стало все грустно. И потом опять и ты такой: да, мозг получил, что хотел. В принципе, об этом весь Макс Мартин и вот эти знания про развитие, удерживая, то есть развивая, удерживая, говорит он. Первый куплет такой же, как второй, но во втором там, допустим, у вас какое-то дополнение, потому что одно и то же, естественно, неинтересно, в быстро приестся, а тут бац, у вас какой-то органчик справа играет, а тут у вас тамбурин добавился, все, оживление, развитие. И в конце, естественно, катарсис, бам, экстаз, клаймакс, все рады. Припев, все, закончилось. Естественно, про хуки, про все это, в общем, Макс Мартин, да, советую. А также про творческий кризис я хотел немножко поговорить. Многие, ну, как я уже начинал, ссылаются на то, что нет времени. Ну, если хотите, мне кажется, конечно, найдете. Или про то, что вот не пишется. Вот это мне не особо понятно, что такое вообще вот творческий кризис в этом понимании. Как может не писаться? Мне кажется, что на свете столько всяких техник. Пока ты всех их перепробуешь, пройдет уже огромное количество времени. Например, в 1975 году Брайан Ино, который сотрудничал, с кем он только не сотрудничал. Так, а у меня не сдох ли компьютер случайно? Я же не ожидал такого. Не, нормально. 26%. Ну что, настало время подзарядить компьютер. Ты поможешь? Спасибо большое. Ну и в данный момент для разрядочки, я смотрю, вы все заскучали, следующий слайд. Вот. Мои презентации с каждым разом все лучше и лучше. Это моя вторая лекция. Вот. Это стандартные картинки. Мне кажется, они идеально впишутся в любую тему. Скачивайте Keynote, по-моему, называется. И просто готовьтесь быть удивленными. Да, я не помню, про что я сейчас говорил. Про творческий кризис. Угу. Мы вернемся к этой прекрасной парочке. Oblique Strategies. В 1975 году Брайан Ино придумал количество карточек, которые он использовал для, видимо, борьбы с творческим кризисом своих подопечных, тех, кого он там продюсировал, и, ну, просто для того, чтобы сделать какой-то новый концептуальный материал. И сейчас, слава богу, можно даже эти карточки не покупать, вот зайти на сайт какой-то странный. Ну, в общем, Oblique Strategies можно набрать просто, и вы найдете. Вот смотрите, нажимаете на Click Here, бамс, и у тебя какое-то слово. И, опираясь на него, ты пишешь песню или как-то создаешь атмосферу. Как переводится? Courage. Кто знает? Во! Кто сказал кураж? Оптимист. Ну, кстати, почему бы не
понять это по-своему, кураж, и не написать просто какую-нибудь куражную песню, когда, например, ты всю жизнь писал баллады на воздушной гитаре. Да, например, нажимаем в следующий раз, если вас смелость не вдохновила, what would your closest friend do? И написать песню, или не написать песню, а, допустим, вы столкнулись с какой-то вот проблемой, вы не знаете, куда пойти дальше, вот у вас есть луп, и вы не можете из него выйти. И просто вы берете эти Oblique Strategies, там очень много разных всяких советов, вот этих рандомных, которые могут вам придать воздуха и жизни. И, например, вы спрашиваете себя, а что бы сделал ваш ближайший друг? Вот, и вы вспоминаете, что ваш ближайший друг – это Джек Уайт, и думаете, ага, он бы там сыграл на корове. И идете там в деревню, записываете сэмпл коровы или что-либо подобное. В общем, Oblique Strategies. Если вдруг вы как-то в тупике, один из вариантов. Также пятнашки. Есть такой любимый мною метод, когда ты просто записываешь, например, какую-то череду аккордов, приятный там родос какой-нибудь подбираешь, и просто... У меня с аккордами большая проблема из-за этого, чтобы один аккорд нажать, где-то ноты из 8. Мне нужно сначала первый палец поставить, второй, третий. Ага, звучат нормально. Потом четвертый долго ищет, чтобы звучал нормально. И вот где-то минуту я подбираю аккорд. Хоп, записал. Ладно. Поехали дальше. Второй, третий, четвертый. И после этого их как-то перетасовать. Так, чтобы не в одной прогрессии, например, сыграть там, да, в которой там миллион песен написано, а в какой-то уникальной. Я это почерпнул из психоделической поп-музыки 60-х, 70-х, когда просто начинал воспринимать, например, гармонии Beach Boys или вот переходы там, не знаю, даже у Beatles. Ну, Beatles это, конечно, у них все есть, это революционеры те еще. Просто когда ты понимаешь, что, ух ты, сейчас ты такой вряд ли услышишь, по радио точно не услышишь, это странные аккорды. Как их сделать? Можно сделать это на шару. Да, рандомность – это всегда ваш друг. Также лимиты – это тоже очень хороший инструмент. Когда ты, например, говоришь себе, используй только 3 дорожки, там барабаны, вокалы и синт. Все, и так написать песню. И возможно, потом вы от этого откажетесь, добавите шейкер. Конечно, как его не добавить, да? Соблазн-то велик, но уже в новом ключе у вас будет песня. И вот из-за этого, когда мне говорят, у меня творческий кризис, там что-то не пишется, я не знаю, может, у меня просто не было столкновений, и я не понимаю, может, это меня ждет впереди, но на данный момент у меня там записано демок лет на 5, наверное, вперед, и я понимаю уже, что я буду в следующем году делать, какой альбом там надо доделать сейчас, что там дальше. По-моему, это просто какой-то бесконечный чан, музыка вообще, из которого можно черпать. Самое главное просто знать как. Видимо, не все понимают, что можно пробовать все абсолютно. И нужно. И Дэвид Боуи говорил, и все, но приведу в пример именно Дэвида Боуи, что почему он сначала был странным парнем с гитарой, с длинными волосами, потом он стал пришельцем, потом он стал герцогом, потом опять куда-то улетел, потом он стал Дэнди, который в Японии гастролирует. Почему каждые несколько лет были полнейшие перевоплощения, когда все только начинали его воспринимать устоявшимся человеком, личностью музыкальной? Потому что он просто всегда хотел сам себя удивить. И мне кажется, это очень главный момент и в музыке, и, наверное, в жизни, вообще в любой творческой, по крайней мере, ипостаси точно, это старание удивить самого себя. И мне кажется, в этом и есть такой здоровый стимул к прогрессу. Давайте разрядимся немножко, там, похлопаем, поорем, я водички попью. Ура! Там, Россия! Австралия! Можно что-нибудь покричать. Полегче стало? Потому что я когда сижу долго, я не знаю, мне хочется орать. Особенно если долго кого-то слушаешь. Как вообще вы сейчас слушаете, я не знаю. У вас есть какие-то вопросы на данный момент? Давайте прервемся. Так. У нас все записывается, у нас серьезно. По поводу творческого кризиса, это, наверное, больше психологическая проблема, нежели возможность что-то записать. Поэтому
Ну да, 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 Нужно да. отойти от рамок каких-то, вот как ты правильно говоришь, переключиться на какие-то вещи, поэкспериментировать. Да, и все это звучит очень банально, правильно? Отойти от рамок, переключиться. Но просто нужно, мне кажется, вспоминать, почему мы всем этим занялись, что нас в самом начале увлекло. И когда вот у меня, например, сейчас стадия, я пишу альбом для Митуа, и я там некоторые песни уже 100 раз переслушал, переписал, переделал. Я не знаю, почему там вот это не звучит или что делать дальше. И просто там какая-то миниатюрная, может, даже депрессия начинается, потому что никуда это не идет. И я думаю, а, почему я так волнуюсь? То есть музыка, она должна вам приносить в первую очередь удовольствие, радость. Потому что когда вот в детстве, помните, это дача, когда я синтезатором не понимал, что я делаю и зачем, просто записывал альбом, мне нравилось это, я был абсолютно увлечен. Там несколько дней прошло вот так вот, по 3 щелчкам, и сейчас нужно вот это фановое состояние стараться в себе постоянно подпитывать. И когда вот эти вот тупиковые моменты, вспоминать, почему ты это начал делать, и все, стараться на этой волне. Но мне это, по крайней мере, помогло очень. Я вспомнил, что музыка это классно. Почему я пишу? Потому что я хочу слушать что-то такое. Я бы хотел вот именно, чтобы эта песня родилась и появилась. То есть ни в коем случае там никакие тренды. Для этого у меня есть рэп-псевдоним MC Сига. Вот он следует трендам. А я делаю именно то, что я хочу услышать. И то, что я надеюсь, будет, когда-то я достигну такого момента, что будет вневременным. Потому что когда ты делаешь что-то не по трендам, я очень часто это слово от каких-нибудь таксистов слышу, которые рассуждают о том, чем не занимаются. Вот недавно говорит, ну вот трендовая музыка, вот такая-то такая, да, хорошая. Я говорю, как трендовая и хорошая, это же разные вещи. То есть многие это соединяют в одно. И вот хочется именно делать то, что, возможно, станет безвременным, а безвременным может стать только то, что вот именно появилось из ниоткуда в вашей голове, только в вашей голове, и вы это вот создали. А если вы там, ага, мамбл рэп, так, хорошо, хабера-хабера, хобера-ходу, все, сейчас все это слушают, это точно буду слушать, отправить, да, и опа, очередной рэпер написали про вас в афише. Или не написали, скорее всего. Вот. Ну, и куча таких примеров. Сроком все может быть тиражированным, там, техно, и все может быть уникальным. И если вы просто окончательно вот в этом во всем... Ладно, в общем, это нужно прочувствовать. Я могу об этом долго говорить. Что дальше у нас? Где? Тут? Как? Что? Угу. Так, так, так. Давайте. Можно я вопрос задам? Поехали. Слушай, у меня такой вопрос. Вот ты же говоришь про вдохновение. Есть такая проблема, когда ты вот раньше музыкант, он брал гитару, там записывал песню. То есть ну, у него вот инструмент, там вот космос, да, и там. А сейчас он человек. Сначала надо снейр подобрать. Вот сначала я там выстраивал барабаны, там 2 часа ушло на барабаны, но если у тебя нет там контроллера, да, ну ты сам показывал, наверняка вот этот без всяких контроллеров писал. Вот, то есть у тебя вот очень много техники получается, ну технических вещей, то есть не творчество уже получается, а ты сейчас нужно подобрать басовую линию. Ты сел опять это рисовать. Басовую линию. Как вот в этом случае полет фантазии вообще появляется? Ну, а у меня вообще это все происходит достаточно органично. У меня есть там стандартный набор, чтобы написать песню, электронные барабаны, которые я стараюсь делать живыми, чтобы звучали живо. Естественно, если бы у меня были живые барабаны, то я бы старался делать так, чтобы они звучали как электронные. Это постоянно. Мы любим траву соседа, она зеленее и звучнее. Так, я вспоминаю, что ты спросил. Сейчас отвечу. А какая трава соседа, Радив? Что ты опять там слышишь, а? Основное слышу. Понял. Как вот, чтобы техника не заслоняла, собственно, полет? Как бы, нужно просто расставить приоритеты. То есть есть люди, у которых там вдохновение, да, вот, у меня вдохновение, все, я пишу трек. Тан-таран-та-тан. Если у тебя вдохновение, ты пишешь трек, ну, просто начинать с самого главного. Если твой инструмент, там, гитара, ты берешь гитару. Если ты хочешь, ну, в общем, зачем начинать с барабанов, если ты не хочешь, если тебе это тык-тык-тык, если тебя это удручает. Просто запиши, наиграй сначала что-нибудь, хрен-хрен-хрен, потом напоешь, блям-блям-блям, и потом уже родятся барабаны, может, их и не надо. То есть, может, реально их не надо.
Что-то я на этом жесте весь и закончился. Но у меня это происходит так, что я просто беру какой-то инструмент, начинаю, и потом, я вот говорил слово органично, это органично как-то все дополняется и наслаивается. То есть записал какой-то рифец, может быть, что-то напел, какую-то основную голосовую мелодию. Все, мне это уже приятно слушать. Я понимаю, вот такой бы грув здесь подошел, быстро набиваю барабаны, бум, тыщ, все равно уже какая-то картина. Потом бас, все добавил, и ты уловил, ты замонументировал, зацементировал свою вот эту идею, ты можешь работать дальше. Можно еще вопрос? Да, а Радиф удовлетворен или он ушел, потому что я не ответил? Нормально. У меня вопрос такой. Я бьюсь об заклад, что, Митя, у тебя был такой день, когда ты, например, с утра начинал творить и забывал о бытовых вещах. Поесть? Например, ну да, чистил зубы там к 6 вечера. Утюг. Ближе, вот. Вопрос, как ты бытовые, вот расставляешь вопросы бытовые, отделяешь от творческих? Ведешь ли ты какой-то органайзер? Ну, чтобы вот Органайзер, кстати, в смешное двух слово. мирах существовать гармонично одновременно. Ну, в мире творчества и в мире чистки зубов. Ну, понятно. Но если бы Вот. не моя девушка, я бы забывал Ты бы есть, стал уже как волосатым человек. таким. Я и есть волосатый, я просто зачесываю их назад, чтобы понимать, чтобы они не здесь были. Вот. Но на самом деле у меня есть трелла. Если вот я услышал слово органайзер, и это действительно очень полезная штука. Наверное, свой Trello я все-таки показывать не буду. Trello. Что-то там у них. В общем, такое приложение есть. Я разбил себе свои цели на день. Как будто группу Надя объявлял. Музыкальная шутка. На день, на неделю, на месяц, там, на полгода и на год. У меня вот несколько столбиков. И еще столбик сделано. И все свои дела, вот самое главное на сегодня, я их все добавляю. Там, ну, поесть уж я не пишу. Это как-то все-таки происходит. Да, кстати, вот про это забывать не надо. Есть нужно обязательно, хорошо. Спорт, секс, еда, сон – это делает вас счастливыми, это делает ваше тело благодарными. Ни в коем случае не забывайте. Вот этот миф про замощренного музыканта, который там или щелк-щелк делает, или сейчас родится. Господи, дай мне, что дал Бетховену. Это, конечно, красиво, да, про страдальцев любят снимать фильмы и как-то... Культ страдания даже у меня выписано. Все, можно стирать, не забыл. Это действительно целый культ. То есть, когда ты страдаешь, про тебя интереснее история. СМИ это с большим удовольствием освещает. Вот, очередной музыкант сошел с ума или там спился, скурился, снюхался, скололся. Да, это же музыканты, творчески, по-другому не бывает. С чего? Это просто вот инфоповод. Но я не думаю, что они очень счастливы. На самом деле эти люди, вот герои подобных сказок, ну, к сожалению, не сказок, а историй, они несчастны, они с удовольствием бы слезли бы, там, перестали бы курить постоянно, я не знаю, зажирать свой стресс или, наоборот, не есть, хотели бы быть здоровыми, и к этому нужно стремиться, это шикарно. В достатке рождается творчество. Я не верю в этот красивый миф про то, что вот нужно быть там непризнанным, это здорово. Я вот творю, всем хочется быть в глубине души, при жизни, или даже не в глубине души. Мне очень хочется быть признанным, мне хочется получать деньги за то, что я делаю, потому что это моя работа. Я работаю там с самого утра до самой ночи, и клипы, и все, и песни. И мне хочется, чтобы за это платили. Мне хочется, чтобы нашлась моя аудитория, и она у каждого музыканта есть. Какую бы шляпу вы ни делали, это, кстати, недавно прочитал фразу, но ладно, я бы сказал по-другому, какой бы вы материал ни делали, то есть на любой абсолютно специфический какой-то вкус есть свой слушатель. И благодаря интернету, естественно, это, понятно, такая вилка, очень много всякой информации, но у вас есть шанс вот через какой-то блог, ну, заметили, через год, класс, или паблик какой-нибудь, там родной звук выложил, уже достижение, хорошо, приятно, какие-то концерты пошли. Это все возможно, это в наших руках. Вот. Мотивация, туда-сюда. Деньги складывайте. Вот. А что я там говорил-то? Какая-то была мысль про здоровье.
Не забывайте есть. Мозгу нужны питательные вещества. Вашему телу нужна разрядка, нужен спорт. Я просто вспоминаю, как я вот так вот сидел часами, днями. Потом у меня со спиной были проблемы, с шеей совсем. Сейчас я очень люблю похрустеть. Я сейчас с удовольствием занимаюсь спортом, зарядкой. Все хорошо, кушаю. Вот. И даже курить бросил. Я даже курил одно время. Такой думаю, ну все, сейчас точно напишу строчку. Это же полная чушь. Это мы как только не в этой стагнации столько всяких различных опций. Короче, будьте, самое главное, честны между вами и вами. Да? Вот это главная пара, между которой нужно быть честными. Вот. Отдавайте себе отчет в том, почему вы что-то делаете, как вы это делаете. Вот. Это хотелось бы это донести, но я думаю, что вы это и так все знаете. Так, что там еще? Пока есть какие-то вопросы, можете задавать. О, вторая страница еще. Вопросы? Ага. Вы затронули тему, хотелось бы немножко подробнее. Что-то специально делаете для того, чтобы получать деньги музыкой, ну, кроме, собственно, самой музыки и кроме продвижения? Что-то еще специально делаете? Ты про корпоративы? Не знаю, любые действия, я не знаю. Понял, Просто, как зарабатывать? Есть музыка, есть деньги, чтобы они соединились, что-то дополнительно делать, кроме самой музыки. Понял. Смотри, ну, первое, у меня будет две мысли. Вторую я уже забыл. Собака. Ладно, органайзер нужен при себе. Вот теперь и первую. Ладно. Какой вопрос? Как зарабатывать музыкой? Первый Ну, пускай будет так. Ну, почему бы нет, да? Это нормально. То есть мы же музыканты, мы хотим за это получать деньги. Естественно, самый, как мне кажется, большой доход – это живые выступления. То есть, в принципе, стратегия такая. Ты сходишь с ума, потом доделываешь, наконец, альбом, выпускаешь, он кому-то нравится, тебя приглашают в Белгород, почему-то, да, ну почему бы нет? Ты едешь, выступаешь, получаешь деньги. Хопа! И понимаешь, что ты все равно в минусе, потому что ты год делал альбом, а у тебя одно выступление, тебе дали 20 тысяч. Вот, и ты на плацкарте сам еще поехал. Вот, поначалу, почему бы нет? Это абсолютно нормальный расклад. Что я хочу сказать? Естественно, со временем база растет, фанатская, гонорары повышаются. Это все абсолютно нормально, начинать с маленького. Сент-Винсент, потрясающая женщина, гениальная гитаристка, вокалистка, перформер. Она несколько лет просто в своем или минивенчике, или в трейлерчике проездила все штаты со своей гитарой и просто выступала в барах там за 20, что ли, баксов. Вы представляете, это женщина, которая сейчас достигла мирового масштаба. В общем, конечно, такие вот красивые истории Золушки, которые добиваются всего сами, они мотивируют и меня, и, надеюсь, вас. Да? Да? Слышите? Вот. Да, нормально. В общем, всему свое время. Вторая мысль, она более такая глобальная. Вы должны в первую очередь, это очень тупо звучит, но я должен это сказать, делать музыку ради себя, ради того, что вы не можете ее не делать. И со временем, это не только к музыке относится, если вы продолжаете это делать с любовью, может у вас какая-то вторая работа поначалу. Мне повезло, что мне это не пришлось делать, потому что я там выступал с битбоксом, но постепенно начинал заниматься только музыкой, и вот деньги у меня шли из битбокса тоже, с выступлений таких, ну, музыкальных, можно сказать. Потом это все вот переросло в музыку. Но если у вас вторая работа, почему бы нет? Поначалу, конечно. Можно пойти ва-банк и поставить себе цель, там, сделать себе тур через несколько месяцев и на этом зарабатывать. Можно вот аудиостоки, сказали, свое музло, если у вас прямо заточено под это, или даже если не заточено, продавать свои сэмпл-паки, на аудиостоке загружать свои песни, чтобы их использовали ютуберы там или, не знаю, какие-нибудь компании в своих роликах. Что еще? Ну, можно стать просто очень крутым музыкантом, и чтобы вас позвали на вечерний Ургант, и после этого у вас очень много было выступлений и денег. Это тоже вариант, и это тоже возможно.
Но самое главное, все-таки, да, это делать в первую очередь не из-за денег. Если вы хотите в первую очередь денег, то вам нужно стать бизнесменом именно вот в первую очередь. И это реально так, потому что если вы делаете что-то для наживы, ну, скорее всего, нет, не очень. Или вы можете получить результат, но это будет несчастный какой-то результат. То есть постоянно себе вы же себе еще и угнетаете тем, что спрашиваете, блин, где деньги? Пора бы. У меня такой тоже бывает. То есть я такой, блин, я вот это все делаю, а не факт ведь, что это все бомбанет. То, что вот этот альбом, который я там год вынашиваю, оттачиваю, что он взорвет. Но все равно это делаю, потому что я не могу. Я просыпаюсь с мыслью там какой-то своей песни в голове. Я иду это все, потому что мне нравится, это классно. И отдача идет. То есть как только первое какое-то сообщение от фаната вы получите, который сказал, что там поцеловался с девчонкой первый раз под вашу песню. Это, конечно, странная история. Но я эту уже историю рассказывал. Например, мне одна моя знакомая написала, что она рожала под мой первый альбом, под несколько песен. И это настолько меня искривило, мой мозг, что он до сих пор не может в обратное состояние впасть. И как только что-то подобное случается, какая-то подобная отдача, ты понимаешь, что елки-моталки, даже если ты вот одну жизнь своей музыкой, ой, сейчас я расплачусь, ребят, осветил, то есть если это тебе кайф и еще кому-то, то это уже здорово. И каким-то образом, вот сейчас непонятная эзотерика пойдет, Вселенная все равно так работает, что если всем это нравится, это позитивный вклад вносит, и людям это делает жизнь лучше, и тебе, то все. И вот твои значки покупают, и вот носки с твоим изображением, и вот вечерний Ургант уже тебе в директ написал. Вот. Прислал фото локтя. Ну почему? Я не знаю, как у них там происходит, меня еще не звали. Вот. У меня ведь еще бумажки есть какие-то. А сколько у нас времени, Ильяс? У меня что-то не по плану все пошло. Это эффектно. Это засняли? У вас 90 минут чистой лекции, плюс еще 20 минут на вопрос-ответ. Нет, То есть без 10. как по жизни-то у нас? Так, По факту. еще 10 минут. Вот, это уже ближе к реальности. Так, что я хотел обязательно сказать. Поехали. Я же не зря презентацию готовил. Талант — это выдумка. Очень многие говорят, со времен битбокса ко мне люди подходили после выступления. Ну это, блин, прикольно, там все ртом, да, блин, Серег, молодец. Это самое. Че? Постой. Я договорю. Ну, здорово, класс. Ну, блин, круто, хотел бы так, но это талант, наверное, нужен, да? Не получится, наверное. Я говорю, какой талант, что такое? Я просто вспоминаю сразу же, как я там 3 года по вечерам каждый день пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Губы там в кровь, мозоли. Ну уж не так, конечно, но я для байопика готовлю такие сцены. Вот. И просто какой талант, если я просто кучу времени потратил на оттачивание навыка, который мне был интересен. То есть я считаю, что талант — это выдумка, но существует осознанная усидчивость. То есть ты просто сидишь, посвящаешь себя своему ремеслу любимому осознанно, не просто. Можно 1 000 000 часов на гитаре потратить, да? Чем я занимался очень долго. До тех пор, пока я не начал понимать, как вообще все устроено, как эти созвучия создаются, что заставляет аккорд там красиво звучать. Я начал это все осознавать. То есть я проводил время и полностью себя этому посвящал. И тогда пошел какой-то процесс. То есть вы можете заниматься всем, чем угодно. Естественно, есть какие-то врожденные там, или предрасположенности, или, наоборот, антипредрасположенности. Но если вы, например, хотите быть только олимпийским бегуном, и у вас одна нога короче на 40 сантиметров второй, а второй нет, это табуретка. Вот тогда, возможно, да, можно переключиться на мандолину или еще что-нибудь. Мандолина. Хорошее название. Вот. Вот. Короче, нет такого, что не дано. Забудьте. Я надеюсь, что у вас такого нет. Но если вам кто-то подойдет и спросит, круто, но мне такое не дано, просто пощечину дайте без объяснений. Все, пока скажи. Пускай сами додумывают. Потому что всего можно достичь, если ты хочешь. Чертова мотивационная речь. Это контакт.
Да, это из папки добра. Я очень много делаю принтскринов шикарных. И вот вчера думаю, так, у меня 2 слайда готово. Что делать? Вот Валентин спас из 2012 года. Спасибо, Валентин. Да, поклонников нужно ценить. Но это бессмысленный, конечно, слайд. Эдриан Янг, классный парень. Take yourself seriously as an artist, говорит он. Тоже очередной не миф, а такая проказа некая. Очень много музыкантов, которые вот, боятся себе признаться, что они хотят заниматься музыкой на самом деле, по-настоящему. Но у них в глазах есть этот огонь, но страх. А что, если не получится? И совет от Эдриана Янга, шикарного мужчины, послушайте его, записывает красивейшее музло. Я даже имел счастье наблюдать его на афише, на пикник он приезжал. Вау, это просто out of this world, man. Take yourself seriously. Почему бы не относиться к себе серьезно? И он рассуждает, почему вас должны воспринимать серьезно, если вы не воспринимаете себя серьезно. Просто придумайте себе какой-нибудь яркий имидж, почему бы нет. Подумайте, чем запомнится на лайве на своем, в чем ваша отличительная черта, может, вы любите поднимать стакан и замахиваться на свою публику, да? И все такие, что он сейчас, он кинет, он что, с ума сошел? И в один момент все начнут приходить со стаканами, например, и замахиваться тоже. И все. И это будет ваша фишка. Я думаю, что он не про это хотел сказать, но родилась иная мысль, и это даже лучше. Так, что у нас там дальше? Опять-таки, да, давайте минутку, секундочку. Это разговор с подписчиком от лица группы «Черный государь», которую тоже веду. Радив прочитал? Нормально. Там на самом деле просто цифры и буквы и смайлики. В общем, критика в интернете, да? Осталось 3 минуты, но хочется об этом упомянуть. День, год. Что, нормально тогда. В общем, делаете вы год альбом, выпускаете в итоге эпишку, и под лучшей песней написали вам единственный комментарий. Говно. Что делать? Неприятно же. Да? С юморком, да? Надо бы отнестись к этому всему. Потому что знаете, это достаточно еще интеллигентно, то, что произошло сейчас. Вот эта переписка, это, возможно, даже самая интеллигентная переписка с троллем, с хейтером, с человеком из интернета. Это не тролль, не хейтер, это просто человек. То есть ему попалось видео, у нас был там Прометей у Черного государя, правильное ударение государя, кстати, не путайте. И он написал: прекратите петь. Просто человек все свои страхи излил, все самое ужасное, там, наверное, из детства, что ему там говорили. Максим, больше не пой. Там, Максим на детском утреннике хотел елочку спеть, и там на него учительница смотрит, воспитательница: Максим, не смей, уши вянут. И у него сквозь годы, он там работает инженером в IT-компании, надеюсь, такое существует, вот, и там, 34 года ему, и периодически он просыпается посреди ночи, такой: не петь, петь, Василиса Евгеньевна, это сон, это сон. И все, он включает интернет такой: опа, какие-то ребята выложили видео, делай, что хотят, прекратите петь. И все, естественно, трансляция, вот это вот все. Не ведитесь ни на что. Мне, честно скажу, я думаю, многие поддержат, никакая критика не нужна. Мне нужно только восхваление, чтобы я выложил какую-то песню, видео, и все сказали: блин, охрененно, гений, шик. Даже если, там, не знаю, выложил просто 10-секундное ничего. Да? Допустим, или песенка, или крутая песня, которую действительно ждал, что напишут, что очень круто. Мне нужно только восхваление. Мне не нужно там: круто, но в конце не очень. Мне это не полезно, потому что я это уже выложил. Восхищайся или уходи. А вот это просто, это максимум того, чего мне не нужно. Но это очень смешно, потому что поначалу меня это задевало, потому что люди просто ни с того ни с сего пишут, что ты плохой, ты отстой. А ты такой: почему? Или ты страшный, ты урод. Почему? Зачем ты это пишешь мне? Я не могу ничего с этим поделать. Вот такой я. И меня это обижало, естественно. Это неожиданно. Но потом, когда я в этом начал жить просто, я понял, что это очень интересный такой тренажер и для себя. Все равно немножко так ладошки потевают, потому что не знаешь, как они реагировать будут.
Были там и всякие грозы, когда человек на тебя льет негатив, ты говоришь, спасибо там, или, ну, возможно, ты прав. А он пишет, ну, ты что, блин? Я говорю, говно. Он продолжает, он не понимает. И тебе интересно наблюдать такой психологически небольшой приемчик. В общем, крепитесь, нафиг вообще всех, слушайте только тех, кто вас вдохновляет. Все. Запомните. Джон Мауер. Маленькие такие пассажики тоже из моих принтскринов. На сцене сломался микрофон. Это рандомные советы от Мити рубрика. Или ты просто не спел, или не в голосе пришел. Это никто не заметит. Это никто не заметит. Если кто-то и заметит, все равно. Но если ты скажешь, ой, простите, пожалуйста. Вот, и это единственный человек, мне это всю жизнь говорила мама. То есть никогда, ну, если ты на сцене, будь сильным, правильно? Никто не хочет видеть какую-то соплюшку. Ну, то есть это не особо как-то... Людей в зале должна объединять музыка, должен посыл, должна эта эйфория быть. Вот на концерте Arcade Fire мы были этим летом. Это было самое лучшее, что было в моей жизни. Возможно, вообще, не только из музыкальных опытов. То есть это 50 тысяч человек, которые скандируют «О-о-о-о!». У меня не было голоса, мы устали, мы прыгали, мы плакали просто первые 5 минут постоянно, потому что мы эту музыку, ну, мы полюбили Arcade Fire где-то полгода перед концертом, слушали, и бац, это все воочию, у них шикарный лайв, у меня сейчас тоже это, мурашки, ой, блин, вспоминаю, шикарнейший лайв, каждый что-то делает свое, у каждого своя роль, ты это все смотришь, думаешь, что за спектакль, что же, вот, все это, что за шоу, прыгаешь, пляшешь, мурашки, плачешь, и то же самое испытывают 50 тысяч народу. И представляете, вокалист Батлер говорит, простите, это, обычно я плохо так не пою. Ну и все такие, ну ладно, но поддержат его. Но это совсем, это даунер, это стоппер, это фиаско, это не нужно вам. Энергия должна только расти и расти и расти. Если у вас это не получается, если вы думаете, ну я застенчивый, так не получается. Дэвид Боуи, застенчивый человек, сколько он персон для себя придумал. Можно придумать для себя сценическую персону. Бейонсе даже это делает. Откуда я это знаю, не понимаю. Но это очень многим помогает. И вот это единение, это шикарная штука. Это в эти моменты ты забываешь о существовании. Ты в другом пространстве, нет времени. И это нужно доносить. Нужно доносить этот праздник, эту феерию, эту эйфорию до людей. Вот. Так что у тебя сломалась струна. Зачем говорить I'm sorry? Поиграй в рок-звезду или придумай что-нибудь свое, но перевернуть надо все в плюс. Так, что там дальше? Идея искусства в том, чтобы стимулировать ваше собственное воображение. Подумаем. Так, рубрика. Но шутка в том, что я для сирот дабстеп не делал. Ладно? Ой, очень смешно. Так, это что? Да, всем наплевать. Да, хорошо. Мне просто интересно, там еще какой-то слайд? Да. Если хотите, вот, да, Submit Hub. Это штука, в которой можно рассылать свои песенки. Вот. Посмотрите. Кстати, шоу-кейсы еще тоже. Для того, чтобы выходить на международный рынок, ну, звучит так себе, но, короче, европейские шоу-кейсы есть, американские шоу-кейсы, South by Southwest, Tallinn Music Week. Ищите шоу-кейсы. Это специальное мероприятие для музыкантов, куда вы можете поехать показать себя. Возможно, заплатить за свое же выступление, что, в принципе, абсурдно, да, тебе должны платить. Но ты засветишься перед продюсерами, чуваками из музыкальной индустрии, и, возможно, что-то будет. Например, Антон Москаляда, мой очень хороший товарищ, таким образом, единственный из России попал на фестиваль Гластонбери. И там выступал после череды шоу-кейсов. Это охренеть как круто. И я надеюсь, у многих из вас будет такая история. Если вы, конечно, того хотите. songexploder.net. Как делают песни? У всех разный подход. Заходите на этот сайт и слушайте подкасты.
как Thundercat, как Arcade Fire, как Grimes, как MGMT, на примере какой-то одной песни показывают от начала до конца, как они это создавали. Очень интересно. Почему там, например, Grimes использует возгласы в публике в своей песне? Почему MGMT сделали свою песню такого же BPM, как Dancing Queen Аббы? И прочее, прочее, прочее. Просто интересно. Если там найдете кого-то, кто вам нравится, интереснее вдвойне. Ну и Аэростат просто для духовного развития и отдыха, и для музыкального тоже. Так. Вот здесь вот Олег Ходыревский написал шедевр. Ну ничего. Вот поклонники могут быть и такими. Это, конечно, за это нужно бороться. Ну и, Радив, у меня действительно мое время подошло к концу. В честь этого видео. Музыка можно прибавить. Там очень красиво. Слышно что-нибудь? Что делать? Я почему-то не могу. Ну там, в общем, представьте, там красивая музыка. Да, на самом деле пофиг. Там нет музыки. Все, давайте тогда вопросы. У меня был, но я уже забыл. Я просто хотел микрофон подержать. Ты что-то тянул, когда я про битбокс говорил? Не, я тянул, когда кто-то спросил про заработок. Конечно. Насколько это хорошо или, наоборот, плохо, когда, допустим, в EP 6 песен, и 4 из них написаны на одних и тех же аккордах? Ну, это очень смешной вопрос. Нет, ну, во-первых, мне кажется, так половина музыки и устроена. Да, там они периодически меняются. Очень красивые голуби. Тут, например, большая роза еще, а голубь маленький. Это вообще, это здорово. Наслаждайтесь. Смотри, самое главное, если ты уверена в том, что пора уже... Да, если ты в этом уверена, все, выпускай и рефлексируй. Смотри, как воспринимает народ, смотри на свое восприятие своего же материала. То есть я, например, где-то месяц не могу слушать то, что я сделал, потому что я это делал очень долго, я там каждую секунду знаю, я отдыхаю, но потом через какое-то время я с удовольствием переслушаю, все-таки я эту музыку для себя же делал, и я такой, круто, здорово, хорошо, что я не послушал там того-то, который хотел добавить вот это, а вот сделал именно как я. Пускай это вроде там и неправильно или еще что-то. То есть в конечном итоге это твоя музыка, и это твой вклад, и твой след, который ты будешь оставлять. Вот. Но совет чисто такой практический, теоретический, попробуй разбавить эти песни теми, в которых аккорды разные. Потому что есть целая наука, как расставлять на альбоме песни. Естественно, во-первых, это должна быть история, это самый главный аргумент. То есть это должен быть рассказ, как он у вас в голове рождается. Но также по тональностям посмотреть, чтобы, например, в одной тональности 2 песни не было. По возможности их можно расставить. Если там хочешь разогнать, то ты делаешь быстрее песни. Хочешь наоборот, зависит от того, что ты хочешь. Вот. А когда у тебя альбом выходит? Давай мы это В следующем рекламируем. году, надеюсь, летом. В следующем году. Я собираюсь успеть. Да, к лету, к июню-июлю. А как зовут? Как будет Меня? называться проект? Пока еще не придумала, у меня там как бы связано с историей 6 песен. Я уже порядок расставила, Так. осталось дописать парочку. То есть, попутный вопрос был. Так, Давай. допустим, я пишу песню, потом переслушиваю на следующий день, и хочу что-то изменить, а вот то, что я изменяю, направляется в другое русло, и рождается новая песня. Но она вообще не входит по смыслу в альбом, допустим. Это, знаешь, я с этим, естественно, сталкивался, и я думаю, сталкиваются многие. Это приходит со временем. Надеюсь, тебя это хоть как-то успокоит. Нужно, мне кажется, с самого начала смотреть немножко издалека на песню. Вот у тебя родилась вот этот кусочек, грубо говоря, луп, и ты, возможно, даже просто, я часто заслушиваю этот луп и схожу с ума, думаю, вроде классно, что делать, а вторую часть придумал, она совершенно другая, зачем, это новая песня. Просто изначально самое главное сохранить вот этот вот сырой, самый энергичный материал. Мне кажется, это твоя задача как музыканта донести вот эту идею. Ты можешь даже сесть без колоночек, там, без музыки и на листочке выписать, как ты, если возможно тебе выписать, как ты хочешь эту песню слышать. Как там, какой-то, может, у тебя пример есть. Например,
что ты там еще хочешь? Ты хочешь, чтобы повторялся припев или, не знаю, ну, должна быть картина примерная у тебя в голове, как это все должно быть. Вот. Потому что так можно бесконечно делать. Но для этого как раз-таки можно посмотреть Макса Мартина. Эти базовые структуры, которые до сих пор работают и будут, они никому еще не мешали. То есть посмотришь, ага, у меня куплетик есть. Попробую сделать это припев. И еще раз куплет повторю. И припев. И еще раз припев. Все. Вот. А вот это уже можно в новую песню влить. И заменить там на новые аккорды 4. Да? Вспомнил? Вот про заработок спрашивали, и вы сказали то, что сначала выложил, потом кто-то заинтересовался, пригласил на лайв-выступление. А что, если кто-то заинтересовался, Но не пригласил? пригласил на лайв-выступление, Но не заплатил. а ты написал альбом такой музыки, которую ты даже с группой людей ни за что не исполнишь? Там, не знаю, на Такого оркестр? не существует, мужчина мой. Скачивай Ableton и исполняй любую музыку. Вживую, которую ты написал. То есть это Битлз почему перестали выступать? Во-первых, потому что все орали на их выступлениях, они сами себя не слышали. Но, во-вторых, они дали себе вот в последних нескольких альбомах такую свободу в студийной записи, в этих всех экспериментах с эффектами, со структурами, с оркестрами. У них больше не было этой задачи, что это нужно преподнести вживую, и они начали там пленку назад прокручивать, оркестр записывать, все это. Но сейчас можно и оркестр спокойно назад прокрутить. Можно, не знаю, все что угодно. Просто разбивать на сэмпл. И на ланчпаде это все очень органично. И так, чтобы и тебя вставляло, чтобы ты там что-то делал, преподносить. То есть, на самом деле, вариантов живого выступления сейчас тысячи. Но если ты уверен, что именно твоя музыка невозможна для восприятия, для воспроизведения вживую, то ты можешь, не знаю, стать первым человеком в мире, и у тебя уже инфоповод для статейки. Человек с воспроизводимой музыкой держит микрофон, и твоя фотография, вот это. Ну, на самом деле, посмотри артистов электронных. Не, ну я больше к тому, что я пишу в таком стиле, то, что исполнять оркестром, а сейчас все оркестры такие, не, мы это исполнять не будем, мы будем исполнять что-то старое. Но это дело времени. Мне же тоже, когда я занимался битбоксом, оркестр написал, наш Ля Примавера, сами вышли. И я в глубине души это хотел, но вот мы с ними сделали потом концерт. И они тоже не знали, на что шли, когда исполняли мою музыку. Ну, сделали. Ну ладно, когда моя музыка постареет, я поделюсь впечатлением. А ты ее выпустил? Завтра? 25 числа Декабря? Серьезно? Молодец. Спасибо. Все, какой-нибудь нужный чатик, чтобы все... Вообще нужно комьюнити. Сцениус. Очень хорошо, что мы собрались хотя бы так, потому что я знаю, что по своим норкам, я даже когда отслушивал заявки, я просто охреневал, сколько крутого народу у нас в Казани, о котором я даже не знал, и который делает очень крутую музыку, прямо крутейшую. И они просто сидят. Вот нужно выставлять, нужно встречаться, находить, если вам нужно. Я подавал заявку к вам, но я не из Казани, я не буду участвовать. У меня очень много телефонов. Да, мне надо сейчас как-то чатик сделать общий. Да. Да, конечно. Спасибо большое за лекцию. Спасибо Очень большое. круто. Хотел спросить, как тебе вообще музыкальная жизнь в Казани? Много ли ты времени уделяешь джемам и какие есть возможности здесь? Потому что я сейчас в Москве и скучаю по родному городу. Я запутался. Где ты сейчас? Я в Москве сейчас. Да. Трансляция. Вы пару дней всего в Казани. Понял. Очень Скучаешь по Казани? Я часто приезжаю, и хочется здесь джемить и какой-то музыкальной активности. Как здесь вообще с этим, и как ты проводишь время музыкально? Мне кажется, что у нас слабая именно общая сцена. То есть мало людей коммуницируют друг с другом. Но очень много маленьких таких классных ансамбликов, группировочек музыкальных. У меня дома очень часто проходят джемы. Вот пока инцидента не произошло с соседкой, у которой была химиотерапия, и мы в 3 ночи джемили, мы очень часто собирались до этого момента. Вот потом как-то пореже, но ничего.
Короче, я думаю, что тот же самый Брайан Ино говорил, что есть сцениус. Это игра слов genius и сын. Сын. Я на самом деле идеально это слово произношу из микрофона просто. Как будто очень много. Сукин сын. Ну, ради, блин. Вот. Про то, что гениев не существует, он хотел сказать, а про то, что они рождаются именно в сцене, когда ты общаешься, когда ты общаешься с кем-то, кто круче тебя, и ты учишься, и вы как-то друг с другом по-хорошему конкурируете, потому что музыка — это не соревнование. Вот тогда рождается именно что-то такое, нечто крутое, и именно наша казанская, потому что вот эта айдентика, простите за слово, казанская, татарская вообще, это же очень круто. И это уникально, и это то, что, в принципе, миру и нужно от нас. Возможно, если вас это прет, то не нужно этого стесняться, потому что я знаю людей, которые там, нет, я лучше там буду петь что-то как-то там, по каким-то канонам. Нужно, в общем, соединяться как можно больше, из этого что-то получится, я верю. Вот. Я, по-моему, не ответил на твой вопрос, да? Спасибо. Проветрить? Он чувствительный. Сейчас, так, напоследок я хотел сказать, что-то я хотел сказать. Да, ребята, смотрите, самое главное, оправдание любой точки зрения можно найти, да. Очень много есть ребят, которые говорят, помните, я говорил, там, музыканты должны страдать или еще что-то. Подтверждение можно найти любой точки зрения. Самое главное, как мне кажется, и то, что я хочу до вас донести, то, что нужно быть в первую очередь здоровым и в достатке все делать. То есть делиться. Не просто как-то выжимать, а искренне верить, и все получится. Если у вас какие-то сомнения есть у всех, абсолютно. Выпускать ли трек, нормальный ли, нужно ли, так ли гитара звучит. Делайте. Они есть у всех всегда, неважно, сколько вы альбомов выпустили. Самое главное — делать. Потом уже смотреть, как реагирует народ, как вы реагируете, в этот же момент переключаться, делать новое, потому что энергия высвобождается, и воодушевлять других людей тоже делать, чем я сейчас и стараюсь заниматься, потому что на самом деле многим не хватает просто вот такого маленького щелчка-толчка, чтобы что-то родилось, или то, что родилось, чтобы уже увидело свет. Так что реально возможностей есть, нужно искать, гуглить, формулируйте свои вопросы правильно, четко. И спасибо, Казань. О! Да, если есть какие-то вопросы, пишите в контик. Там можно ответить. Да? Все. Ильяс? У нас 15 минут кофе-брейк. Давайте